Весной 2000 года в старорусской деревне Устрика по инициативе правительства Республики Саха в память о погибших здесь земляках был установлен новый мемориал воинского захоронения, символизирующий якутское национальное жилище Ураса на расколотой льдине. 2,5 года с августа 41 по февраль 44 высокий южный берег Ильменя был неприступной крепостью гитлеровских войск. Удачный рельеф, эшелонированная оборона, целая система дотов и дзотов. Советские войска неоднократно пытались штурмовать эту цитадель, но безуспешно. 15 февраля 1943 года в расположение 27-й армии Северо-Западного фронта прибыло пополнение. Лыжные стрелковые бригады, сформированные за Уралом, в том числе из охотников-якутян. Уже через неделю новобранцы получили свое первое задание – выбить врага с южного берега Ильменя. В ночь на 23 февраля 19-я бригада выдвинулась от острова Железный. Совершив многокилометровый марш-бросок, она потеряла связь с другими частями корпуса. Второй батальон на рассвете после короткого боя занял деревню Ретлё. А вот первый и третий батальоны, атаковавшие Устрику, не успели вовремя выйти к берегу, были обнаружены врагом, попали под массированный огонь, и бойцы залегли прямо на льду. Второй батальон предпринял атаку с фланга, чтобы выручить своих товарищей. Но немцы уже подтянули резервы. Истратив свой боезапас, красноармейцы отступили. Лишь ночью батальоны смогли выйти из-под обстрела. На гранитных плитах воинского захоронения высечены 250 фамилий, хотя предполагается, что погибших в тот день было намного больше. Бои за Ильмень продолжались до 10 марта. 19-я бригада понесла в них огромные потери и была расформирована. В ее составе воевало около 600 якутов, и многие из них не вернулись домой. Для маленького северного народа это большая потеря и одна из главных трагедий Великой Отечественной войны.